Классика крымско-татарского кино возвращается на экраны. В Ахмездите состоялся первый за несколько лет публичный показ легендарного фильма о крымско-татарском Робин Гуде, отреставрированного при помощи искусственного интеллекта. В исторический контекст фильма зрителей ввела кандидат политических наук Алиме Абселямова. Посмотрите, если мы обратимся вообще к мифам, то один из самых распространенных видов мифов – это мифы о героях. То есть о том, как правильно, как хорошо, какие правильные, добрые, смелые, отважные, какие хотите положительные качества оставляете. Это героизация, с одной стороны. С другой стороны, этот фильм очень четко, на мой взгляд, показывает о том, что протестное, как мы сейчас говорили бы, начало в Алиме, вот это вот народ, он поддерживает нас, вот смотрите, это ж вот мы ж ради этого это все и делаем. То есть это, опять-таки, в контексте конструирования нового советского большевистского этнического пространства. Показ был организован студией Хараденис Продакшн совместно с молодежной инициативой Генч Архадаш. Цифровую реставрацию фильма выполнили Исмаил Месицкий и Юсуф Дерменджи. Все мы знаем этот фильм, все мы слышали об этом фильме, но мы его никто не видел. Изначально у нас был очень плохого качества фильм. Мы с помощью искусственного интеллекта его повысили до 4К. Мы теперь можем наблюдать более все четче, лучше. Все элементы, над которыми работал в том числе Баданинский, эти лица, взгляды, этот там столик на заднем плане. Главная цель была в том, чтобы показать этот фильм так, как он выглядел 100 лет назад, и чтобы он вернулся сейчас в нашу культуру. На мое мнение, он и сейчас является достоянием народа, но просто он был скрыт от наших глаз, этого не должно быть, поэтому мы его будем выставлять на всех площадках, чаще говорить о нем, показывать его. Над фильмом Алим работали такие выдающиеся деятели крымско-татарской культуры, как Умер Ипчи и Усинин Баданинский. А в главной роли снялся первый народный артист Крымской ССР Хайрия Мирзаде, навсегда вписавший себя в историю крымско-татарского кино. Благодаря аутентичности декораций и яркости характеров фильм оказался интересен и старшему поколению, и молодой аудитории. Мне очень понравился фильм. Нравится, что возобновили это все с помощью нейросети, этим всем занялись. Мне очень понравился образ Сары, что она в определенных ситуациях помогала Алиму, спасала его. Впечатление, на самом деле, как для молодого зрителя, огромное количество. Первое, на что я обратила внимание, это на архитектурную обстановку, потому что настолько в таком аутентичном виде я Крым никогда еще до этого не видела. Вот. Второе – костюмы, конечно же. Еще сюжет фильма. Я удивилась, что обычную легенду можно добавить настолько, можно сказать, экшена. Если бы это был сериал, я посмотрела бы еще и 3-ю, и 4-ю, и 5-ю серию. Образ Алима, я сидела рядом, мы, в принципе, пришли большой семьей, сидела рядом с Анашкой, мы обсуждали этот момент, и первое, что мы подметили, какой красивый главный герой. Действительно очень харизматичный и прекрасный образ, мне кажется, он в него влился, и интересно было наблюдать. Хотела бы выделить любимого персонажа уже в этом фильме. Мне очень понравилась Сара, храбрая такая девушка, очень стоит за свое дело, за свое слово, за свою любовь. Меня она очень привлекла. После выхода в 1926 году фильм «Алим» пользовался огромным успехом, его показывали даже за рубежом. Но через несколько лет картину перемонтировали, потом и вовсе запретили, а многие ее создатели были репрессированы. Долгое время фильм «Алим» был недоступен широкому зрителю. Гости показа отмечали важность возвращения картины в сокровищницу крымско-татарской культуры. Он полон очень важной документальной информации о нашем фольклоре, о том, как выглядел Крым ранее, как сама работа режиссера Тасина и других деятелей, которые работали над этим фильмом. Я вижу, что работа была проделана огромная. Но комментировать ее, мне кажется, нужно с точки зрения не только как зрителя обыкновенного, но и с точки зрения, наверное, исследователя, да? Потому что каждый сегодня в зале был таким, я думаю, отчасти исследователем, потому что многие увидели кадры впервые. Впечатлилась, конечно, очень. Вот это, так сказать, поднять вот эту вот всю глыбу нашего прошлого. Очень обратила внимание на обстановку, на природу, которую нам показали. Такие фильмы, если, конечно, они существуют, поднимались и больше показывались молодежи.
Он интересен в том числе для самых разнообразных кругов зрителя. Для людей, интересующихся этнографией, да. Для людей, интересующихся советским кинематографом, да. Потому что этот фильм – это просто классика советской кинематографии, наполненная такими идеологизмами. Для нас, как для народа, который собирает по крупицам, по камушкам и свое прошлое, свою историю, это, конечно, да. И у этого фильма, если говорить о зрителе и назвать этого зрителя именем крымский татарин, этот зритель очень широкий, не в физическом смысле слова, а в социальном.